Добрый день, дорогие зрители! Сегодняшняя тема нашего урока – это семейная медиация. То есть в каких случаях в семье могут быть нужны медиаторы и для чего нужна семейная медиация. При семейных конфликтах между супругами, между родителями и детьми, между близкими родственниками обязательно нужна семейная медиация, да? Потому что, как все мы знаем, бывают моменты, когда даже самые близкие люди перестают слышать друг друга. И если мы не слышим друг друга, мы не можем найти в себе силы разговаривать с друг другом, понимать друг друга. Тогда случается самое страшное для семьи – это разводы. А медиация – это форма регулирования конфликта с помощью посредника, медиатора. То есть медиатор помогает спорщикам, в данном случае супругам, построить конструктивный диалог, прийти к компромиссу без агрессии. И если они переполнены разными чувствами друг к другу, от обиды до ненависти, тогда семье обязательно нужен психолог, потому что конфликты между родителями негативно влияют на эмоциональное состояние ребенка, не только супругов. И помимо психолога нужен еще и медиатор. Медиация дает родителям возможность прийти к лучшему варианту решения ситуации с учетом интересов и ребенка. То есть они не будут его тащить в разные стороны, заставлять принимать чью-то сторону. И тогда возможны лучшие варианты выхода из этой ситуации. Обычно медиацию проводит команда специалистов, юрист и психолог. На встречу приглашаются конфликтующие муж и жена. Участник размещается в специально оборудованной комнате, которая располагает к конструктивному диалогу. Вокруг стола с использованием доски. Временные рамки не ограничены. Но встреча может длиться от 1 до 3 часов. И число медиативных встреч определяется индивидуально, то есть от желания самих клиентов, да, в зависимости от количества вопросов, заявленных сторонами. Иногда до процедуры медиации проводятся индивидуальные встречи с каждой стороной, потому что иногда бывает так, что придя на медиацию, начинаются все равно споры, конфликты не прекращаются. И поэтому у каждой стороны есть возможность высказать свою позицию, свои требования, запросы и потребности. И каждый пункт совместно с медиатором рассматривается с разных точек зрения. Совместно ищутся пути решения, приемлемые компромиссы. И только потом супруги могут встретиться в комнате у медиатора. Иногда люди хотят одного и того же, но не слышат друг друга, не доверяют друг другу. Важно, чтобы стороны имели возможность освободиться от негативных убеждений и нашли ресурс для поиска выхода из конфликта. Самое главное – это диалог, да, чтобы родные друг другу до недавнего времени люди услышали друг друга. Но у них за плечами неудачная семейная история, накопленные обиды, претензии. Самое сложное – остановить поток негатива друг к другу и вывести из обвинительной позиции к партнерскому диалогу, да, чтобы люди перестали обвинять, а услышали друг друга, чего они на самом деле хотят друг от друга. И здесь используются различные приемы, например, аналитическая беседа, обсуждение ситуации, последствий, поиск вариантов выхода. Когда вы стоите в конфликте, вы не видите выхода из тупика. Для вас, у всех совершенно туннельное зрение, да, только видим в одном направлении. А при помощи специалистов мы начинаем искать разные варианты выхода. Результатом встречи может стать медиативное соглашение, подписанное 2 сторонами. Его при желании можно заверить у нотариуса. И это гораздо лучше, чем встречаться в суде с недавно родным человеком.
детский вопрос, да, то есть с помощью семейной медиации часто решаются вопросы, касающиеся споров о детях, то есть место проживания ребенка, с кем он будет проживать, порядок общения с отдельно проживающим родителем, выработка единой стратегии воспитания, урегулирование непонимания между взрослыми, общение с дедушками и бабушками, детско-родительские межпоколенческие конфликты, конфликты в многонациональных семьях. Как мы видим, круг вопросов очень большой, обширный, и вы можете с любым вопросом отправиться к медиатору и встретите помощь. Семьи могут обращаться к медиаторам самостоятельно, либо по запросам органов опеки, попечительства и судебных приставов. И напоследок для вас вопрос. Вот как вы поняли из нашей презентации, для чего нужна семейная медиация? В каких случаях можно обратиться к медиатору?